У нас в гостях сегодня господин Аллас, дорогой Эктор. Вот, он довольно известный человек в нашей республике, болеет, старается и делает все от него возможное для сохранения и дальнейшего развития чувашского языка. Поэтому нам хочется, конечно, Эктор, узнать сперва о вас побольше. Где вы родились, где вы выросли, кто ваши родители. Одним словом, откуда ваши корни? Ну, я родился в Барселоне 1965 года. В таких временах это была диктатура Франко в Испании. Мой родной язык каталонский, но тогда это был запрещенный. Запрещен язык в школах. И на самом деле в этом моменте диктатура Франко уже позволяла, чтобы было какое-то издание на каталонском языке, но все было очень ограничено. Все. Также был в конце 60-х годах начались какие-то предавания в телевидении. Если хорошо помню, это был раз в неделю на каталонском языке. Это все. Но на самом деле я как ребенок, вообще я не понял. Я просто, это был такой язык, который мы дома общались спокойно. Но я помню, что я не понял, что говорит по телевидению. Конечно, когда я вступил в школу, тогда общение с другими детьми, мы в Барселоне просто все говорим на каталонском, на испанском. Через общение я изучал каким-то образом испанский язык, но на самом деле в совершенстве, как все жители Каталонии на самом деле. Но я выступал в французском школе. Это было решение моих родителей, связано с политикой, потому что французская школа в Барселоне не была зависима от испанских законов, но они преподавали по французской программе, и тогда, например, не было политического обучения, не было обязательного религиозного обучения, как тогда было в Испании и так далее. Ну, на самом деле, потом я понял, что среди моих одноклассниками были много детей, деятелей против диктатуры. Но это я понял только когда я был 20 лет. Не было 20 лет. Но в такая среда я вырос. Диктатура Франко закончилась, на самом деле, с 1977 года, но это был процесс достаточно длинный. И в этом процессе начался процесс демократизации страны, и связано с этим было всего процесса, чтобы восстановить автономию Каталонии и восстановить официального использования каталонского языка и использование его как, по крайней мере, один из языков обучения в школе. Этот процесс я жил уже, когда мне было 15, 20, 25 лет. Ну, вот о том, что мои корни такие. Вы родились в городе или в деревне? Нет, я в городе. В городе Барселоне? Да, в городе Барселоне. Конечно, как ситуация в Каталонии
сильно различается от ситуации в Чувашии, хотя, конечно, есть всегда, когда мы говорим о региональных языках, есть общие признаки. Но ситуация в Каталонии очень сильно различается, потому что передача детям родного языка всегда сохранился в Каталонии. Всегда. И поэтому Каталония это был на самом деле практически, можем сказать, этноэтнический регион 100 лет назад. Насколько это возможно, потому что национальные регионы не существуют нигде в мире, но практически это так было. И из-за того, что индустриализация в Испании прошла в XIX веке только в Каталонии и в стране Басков, тогда начали приехать, особенно в течение 20 века, много мигрантов из испаноговорящих регионов Испании в Каталонию и также в стране Басков, в страну Басков. Насколько это приезжающие приехали в таком времени, в таких временах, где каталанский язык был обычно использован, и было преподавание на нем, и общение на нем, практически они ассимилировались на местном населении без никакой проблемы. Но именно во время диктатуры Франко это изменилось. Приехали огромное количество работников, которые хотели просто найти работу в Каталонии, которая совершенно нормально, конечно же. Но в 50-х годах, в 60-х годах, когда это происходило, не было обучения в школах каталанского языка. На самом деле его использование было очень ограничено. И они строились главным образом в пригороде Барселоны. Так получается, что, грубо говоря, в Каталонии структура такая. Барселона это сейчас такой многоязычная столица. Пригороды Барселоны это главным образом говорят на испанском языке, а после этого пригорода Барселона это практически так говорят только на каталанском языке. В 2000-х годах тогда еще было большое изменение демографии в Каталонии, и особенно в Каталонии, но также и в Испании. Имейте в виду, тогда в конце 90-х годов были 6 миллионов жителей в Каталонии, из которых 2% были иностранцами. А в течение 10 лет мы стали 7 миллионами, а жители иностранцами стали 15%. Это только в течение 10 лет. Такое изменение, демографическое изменение и также языковое изменение, это просто очень большое. Я рад, что из-за этого не приехали никакие ксенофобические движения. Это практически так, в Испании вообще и в Каталонии в частности очень мало и очень редкие, вообще не делают такие вещи. Но тем не менее
Ну, такой поток изменило много, например, несколько кварталов Барселоны, в которых, например, есть школы в Барселоне и в пригороде Барселоны, в которых сейчас 90% детей, у них есть иностранного происхождения, говорят на иностранных языках, в которых чаще всего преподаватели не знают, и это создает свои проблемы. Вот каталонский язык, испанский язык, баскский язык, они схожи в чем-то? И в чем они не похожи? В чем отличаются в чем их отличие друг от друга? Баскский язык это коренным образом различается от других языков. Это не является индоевропейским языком. Это на самом деле из языков, которые говорили в Европе до того, что приехали индоевропейцы, скорее всего, только сохранились финно-угорский и баскский язык. В Западной и в Центральной Европе все языки, которые говорились до прихода индоевропейцев, ни одного не сохранилось, кроме баскского. Конечно, сейчас, после того, что есть, по крайней мере, 3000 лет контакта с индоевропейскими языками, особенно с романскими языками, лексика баскского, они приняли достаточно много слов романского происхождения, но тем не менее структура глагола, структура это совершенно другой язык. Каталанский это нет. Каталанский это язык романского группа, это языки схожи на испанском языке. Не очень, фонетика романских языков различается достаточно много между ними. Когда идет речь о письменном языке, они достаточно легко можно читать друг друга, если есть какой-то интерес, конечно. Но невозможно понять для говорящий на испанском языке каталанский язык. И на самом деле португальский язык довольно ближе испанского, чем каталанского. Каталанский это более близкий старого французского языка, и фонетика каталанского довольно более близкая к фонетике португальского и итальянского языка. Но фонетика испанского достаточно трудна. Но тем не менее, когда испанец приезжает в Каталонию, скорее всего через 3, 4, 5 месяцев более-менее понимает язык. Понимает. Говорит нет. Говорит, это совершенно другой вопрос. Хорошо. Ну, давайте постепенно перейдем к нашей республике. Вот вы жили себе в Испании, да, в благополучной Европе. Уже у вас демократия, свобода, все развивается, промышленность, государство. И вот что вы слышали о Чувашии там, когда были, находились? На самом деле, о Чувашии очень мало людей слышали, и я сам не обращал большое внимание. Для людей, как я, которые интересуются языками, нам понятно, что где-то там в Поволжье есть много языков.
А какие-то финно-угры, я другие тюрки, говорят, да, немного странно, что там тюрки живут, тут слишком много на севере, но что какой взгляд, какой человек из Запада имеет. Но кроме этого, не совсем, но какие точно языки там говорят, не так. Я на самом деле, я работал программистом, и мое первое образование это инженер по информатике. Я 20 лет работал программистом в Испании. Другой вопрос, это что мне больше и больше интересовал вопросы, связанные с языками, и особенно с социальными вопросами языков. Но мне никогда не особенно интересовала грамматика языков, как они устроены. Интересно, но не очень, тем не менее. Что более интересовало, это почему языки исчезают и как они можно сохранить. И вообще, потому что такие вопросы, на самом деле, в Каталонии, они очень возникает большой интерес. Необычно в Европе. Есть лингвисты, которые говорят, что просто необычно. Когда идет речь о книгах, почему язык исчезает, это может быть и был на самом деле бестселлером в Каталонии. Потому что такие вопросы просто люди болеют для них. И я был совершенно нормальный человек, который тоже болел на это и много читал. Про таких вопросах. Но в определенном моменте мне было интересно, и я учился, я учил второе высшее образование по общей лингвистике. И в общей лингвистике часть вопросов, связанных с социолингвистикой, и с языковой политикой. Это что? И особенно я этими вопросами я больше занимался. Как-то я прочитал по таким вопросам уже 20-25 лет. И всегда мне было интересно, что точно происходит в России. Потому что это огромная страна, как известно, с многими языками. На самом деле есть много книг и много научных статей, написанных про вопросами языковой политики в советском периоде. Это огромное количество статей. По то, что происходило после советского периода, есть, но главным образом, и это всегда меня впечатлило, говорится о языковой политике. А точно, какая судьба языков, насколько они говорят, люди говорят на них, и насколько они используют, это мало. Даже необычно мало, мне кажется. Для страны, в которой есть 30 или 40 государственных языки, с точки зрения каталонец, просто абсолютно удивительно, что нет в каждом из этих районов какие-то отделы и какие-то отделы в университетах, которые усиленно работают над этими языками и изучают эти вопросы. Мне было это очень странно, потому что в Испании, конечно, когда идет речь о каталонском языке, там есть десятки людей, которые изучают это в университетах. Когда идет речь о
о стране басков, это также, когда идет речь о галисийский язык тоже, о арагонском, о астурийском, о всех языках Испании можно найти десятки людей, которые именно этим и специфическими вопросами, связанными с социолингвистикой, изучают. А в России кажется, что они много говорится о языковой политике, но фундамент, по-моему, не изучен. И поэтому я приехал достаточно случайно в связи с мероприятием, организованным эсперанто-движением, потому что в Чувашии есть сильное эсперанто-движение. Ну, мне абсолютно было безразлично изучать, что есть в Чувашии или в Буртии. То, что, когда я пил, я решил, что да, мы посмотрим, что есть. Например, в Чувашии я изучал немного, что есть, какая это республика. И даже мне кажется, что выбор был очень интересный, потому что такая республика, которая 2/3 населения является представителем титульной нации, это много. Это вообще такой процент мы не находим практически нигде в Европе. Это государственный язык. Это тоже язык, на котором говорят миллион людей, но это для регионального языка даже, и не только для регионального языка, это много. Но в таких условиях такой язык должен очень хорошо сохраниться. А приезжаю сюда, а вижу, что все по городу говорят на формальном уровне на русском языке. На улице, конечно, слышно, что можно слушать на чувашский язык, чувашскую речь, это постоянно. Но когда идет речь о какое-то мероприятие, только существует чувашский язык. А тем не менее, какой-то чувашский колорит, какой-то желтый, красный, такой есть везде. Но язык нет. Это меня было очень странно. И тогда решил, чтобы это будет, может быть интересно. И вначале абсолютно только как хобби. Пусть будем изучать, что происходит в Чувашии. В таком моменте у меня мои знания, я вообще не знал русский язык. Не говоря уже о чувашском. Тогда мне приходила возможность, необходимость начал учить русский, по крайней мере, чтобы прочитать литературу. И так получилось, что приехал сюда несколько раз. Наконец, в этих поездках нашелся женщина, которая была очень симпатичная, а сейчас стала моя жена. И наконец решил построиться здесь, в Чувашии, чтобы мой хобби стал, по возможности, может быть, профессией. И так появилось. Супруга ваша чувашка? Нет, Русская, да? русская. Она разделяет ваши эти переживания за чувашский язык? Или это все равно? Конечно. Это умный человек, интересный. Конечно, для ней это не первый вопрос в жизни. Ясно, понятно. Конечно, вначале это было немного странно для ней. И она просто как обычный человек. Она когда первый раз приехала к нам в
Каталонии. Она немного учила испанский язык. Потом видела, что в моей среде никто не говорит на испанском языке. То есть мы все знаем его, но между нами никто в семье, никто среди моими друзьями, ну, просто чувашки. Испанский язык был не слышно. Для нее это был какой-то странный шок, потому что для русского человека приезжаешь куда-то, думаешь, что региональный язык будет это, какой-то фольклорный язык, который поют дети в школе и все. А там появилось, что это нет. Там идешь в университет и там учишься на каталонском языке. У вас дети? Да, у нас двое. Ну, старший 6,5, а младший 2,5. Они свободно говорят на русском и на каталонском. Они оба быстро начали говорить. И очень стараемся, чтобы они изучали и чувашский, и другие языки, конечно. Но тем не менее это пока трудно. Ну вот вы обратили внимание, что на самом деле, если формально чувашский язык является государственным языком наряду с русским языком, то есть по закону они равноправны, на самом деле этого равноправия практически нет. Правильно же, да? В сфере документации, ведения делопроизводства, проведения различных государственных мероприятий, совещаний, празднеств, в основном русский язык. Вот откуда это пошло? У нас и вот в связи с этим проблема в том, что многие чуваши, которые проживают в Чебоксарах, они хотят, чтобы их дети знали в первую очередь русский язык. А чувашский язык будут знать или не будут знать, они не обращают на это внимания. И когда этот вопрос поднимаем, нам говорят, это мы сами, добровольно. Как это? На самом деле это происходит добровольно или что-то есть другая причина, на ваш взгляд? Ну, как сказать. Добровольно происходит из-за того, что нет прямо насилия. Другой вопрос, это что такое насилие было. Это ясно. В советском времени такое насилие было. Когда человек ходил по улицам, он не смог свободно, в улице города, он не смог свободно говорить на чувашском языке. Есть в транспорте тоже были проблемы с этим. В школе преподаватели сказали родителям, что лучше всего они не говорили на чувашском языке с детьми, потому что это будет влиять на их знание русского языка. А именно, если они говорят на чувашском языке дома, тогда дети хуже будут владеть чувашским языком и так далее. Все это насилие, это какое-то насилие. Сегодня такое насилие, конечно, не существует на таком уровне. И, на самом деле, ситуация несравнимо лучше, чем то, что было. Но насколько является насилием то, что человек приезжает в заведение администрации и находит абсолютно все написано на только одном из государственных языков. И насколько это влияет на свободном выборе языка, который написано в законах Чувашской Республики. Но трудно сказать, в каком мере это насилие или это не насилие. Но тем не менее это не совершенно естественный процесс. Если бы все
на уровне государственной администрации было бы написано на двух языках и действительно было везде свободный выбор на языках обращения граждан и на свободный выбор языка обучения в школах, тогда действительно мы смогли бы сказать, что это свободный выбор чувашей, и тогда пусть это их воля. Но насколько это не так, и я знаю, я с удовольствием подал своим детям на школы, на детском саду, в которых обучение вводилось полностью на чувашском языке. Потому что я знаю, что это вообще не влияет отрицательно на их владение русским языком или на их владение иностранными языками. Наоборот, я прекрасно знаю, что если они все изучают на чувашском языке, это будет дополнительный язык для них, который никаким образом не будет отрицательно влиять на их знание других языков. Но у меня нет свободного выбора. У меня и у меня жена. Тогда вот положение такое. Вот вы правильно сказали, что миллион, больше миллиона у нас говорят на чувашском языке, но это и сейчас миллион, а в начале 2000 года у нас было 2 миллиона. Значит, по последней переписи, который был проведен еще в Советском Союзе, у нас было 1 миллион 800 тысяч. А потом долгое время перепись не проводилась, но по той графике, которой происходил рост, у нас к 2000 году должно было быть 2 миллиона. Значит, после этого в России провели две переписи. У нас сперва было 1 миллион 700 тысяч, и сейчас у нас уже 1 миллион 300 тысяч. Момент. Я говорю о языке, а вы говорите о национальности. Да. Это другие. Это немного. Да, но я вот к чему? В то время, когда у нас было 1 миллион 700 тысяч человек, да, там была отдельная графа, а сколько из них владеют родным языком. Родным языком владел 1 миллион 300 тысяч. Прошло некоторое время, прошла перепись, нас стало 1 миллион 300 тысяч. Но в той графе, где написано, сколько владеют чувашским языком, нас уже только около миллиона. Вот. Это проблема? Ну, конечно, это проблема, это такой спад. Да. И не только такой спад, это не только получилось для чувашского языка, это получилось и для удмуртского, и для марийского, и для многих других языков, даже для татарского. Это что меня впечатляет. Это что, так говорится о языковой политике, но показатели, они очень явно говорят, что языковая политика не помогает сохранению языков. Или недостаточно успешно это сохраняет. Но успевает. А если это было бы, например, если потеря говорящих чувашского языка мы нашли бы только за пределами Чувашии, можно сказать, каким-то образом, там, где чуваши живут в меньшинстве, они живут в малых группах населения, они постепенно ассимилируются. То каким-то образом, это вообще не положительно, но можно понять, но каким-то образом, там, где они
плодно живут в Самарской области, в Ульяновской области, в Татарстане, в Башкортостане, это не так явно. Но тем не менее, пусть будет так. Но даже в Чувашской республике, да, за 8 лет потери в Чувашской республике были на 14%. Это говорит о том, что средняя возраст говорящего на чувашском языке довольно большая. Ваш прогноз вперед на 20 лет, если вот такая тенденция будет сохранена, какую картину вы увидите? Даже не только если такая картина будет сохранена, по всей возможности, даже если сегодня все коренным образом изменяется, именно из-за того, что средний возраст говорящего на чувашском языке является немного высокой. Передача языка в городах практически полностью потеряна. И в городах Чувашской республики живут половина чувашей в республике. Это безусловно число говорящих на чувашском языке будет очень заметно уменьшиться на таком же уровне, который мы видели в последних 8 лет. Это так будет. Работа в том, что и через 20 лет, я не могу сказать, сколько это будет, но если терялись за 8 лет 14%, сами вы можете сказать, что сколько будет? Треть, скорее всего, через 20 лет будет меньше. Что через 20 лет моя прогноза 600 тысяч, 700 тысяч. Так будет, скорее всего. Наша задача в том, что будет через 50 лет. Потому что пока есть этот миллион, особенно на уровне республики, количество говорящих на чувашском языке огромное. Нет никаких проблем пока найти преподавателей, которые владеют чувашским языком. Вообще нет проблем найти людей, которые могут работать в администрации, владеющих чувашским языком и так далее. Для других меньшинств в мире, которые находятся в намного хуже положении, для них действительно есть большая проблема найти преподавателей языка. У нас это нет. Но через 50 лет, и возможно через 30 лет, это будет. Ну вот, если взять от Российской Федерации в целом, да, во всех ли, насколько вы владеете ситуацией, в соседних с нами республиках везде такая картина, или есть республики, где власть, допустим, скажем, да, государство как-то старается сохранить свой родной язык? Знаете ли ситуацию в Татарстане, Башкортостане, Мари-Эл? Там есть мнение. Я не сказал бы, что власть нигде в России и даже на федеральном уровне они являются противниками родных языков. Такое я никогда, я не вижу. Меньше всего в Чувашии. Хотя мне не нравятся такие, очевидно, результаты языковой политики, они плохие. Нет никаких отрицательных чувств против чувашского языка. И вообще нет таких среди представителей власти. Вообще нет. Другая проблема – это насколько является более или менее приоритетным языковой вопрос. И также это везде, в Чувашии, в Мари-Эле, в Удмуртии, в Татарстане.
И безусловно в Татарстане вопрос с языками намного более приоритетный, чем в Чувашии. И у них есть определенные успехи, и особенно когда мы сравним то, что есть по сравнению с Чувашией, безусловно, ситуация там лучше. То, что для них это является приоритетом, дает возможность передать некие больше ресурсов денежных и человеческих на языковых вопросах. Я на самом деле уверен, и есть доказательства в других районах, что это инвестиция. Действительно, для сохранения языков необходимы деньги, необходимо. Но это можно считать инвестицией, потому что такие деньги потом обратно приезжают потом на общество. Вот вы уже довольно-таки долго, можно сказать, да, находитесь в Чебоксарах, вы публичный человек, вы часто, значит, и на собраниях, и на разных конференциях вы не только сидите и наблюдаете, но и сами выступаете. Вот среди общественных организаций Чувашской Республики, среди конкретных лиц, людей, вы можете назвать людей, фамилии или организации, которые у вас вызывают симпатию в том отношении, что они как-то что-то пытаются делать, что-то предлагают? Предпочитаю это не сказать, потому что в конце концов это может... Есть полностью возможно, что кто-то будет забит, и тогда будут у меня такие... Обидеться. И это не то, что я не хотел назвать этот человек, просто, или эту организацию, просто... Ну, конечно, есть инициативы, которые меня нравится, и я довольно хорошо сотрудничаю с организацией Хавал. Мне очень нравится, как они строены. Это люди, которые понимают, что чувашский язык это не только фольклор, что нужно сделать практические действия, особенно чтобы среди городской молодежи. Это такой целевая группа, которую нам нужно сохранить, не только, но мне кажется, ключевой момент, нам нужно этим заниматься, чтобы повышать популярность чувашского языка среди городского молодежи. Мне очень нравится тоже группа Иреклех. У них есть очень серьезные работы, особенно что касается соблюдения законодательства и соблюдения языкового законодательства в республике. Мне очень нравится то, что они делают. Потому что закон не может быть декларативным. Любой закон. Любой. Зачем можно сказать что-нибудь в законе и потом сказать, это просто будем забыть об этом. 2 дня назад я выступал в мероприятии в школе Калайкасы. Интересная школа, и я там говорил о том, что необходимо в школах, что было больше надписей на чувашском языке, потому что все в коридорах, в вестибюлях и так далее написано практически только на русском языке. Но проблема не только в школах. Именно в этой школе она находится перед остановкой
общественного транспорта на М7 тоже перед ним. Установка городского транспорта написана только на русском языке. Также это начало деревня, и там написано название, дорожный знак с названием населенного пункта только на русском языке. Это прямо против законов языка в Чувашской республике. Какое языковое поведение мы можем дать новому поколению, которое учит в этой школе, если то, что есть абсолютно рядом, прямо до школы, написано и противоречит законодательству Чувашской республики. Мне это абсолютно непонятно. Я, может быть, слишком западный человек, но если что-то написано в законе, это невозможно. И это не единичный случай. Это, видишь, везде. Есть очень, слишком мало, действительно, очень мало обязательностей для использования чувашского языка согласно законодательству республики. Но именно в таких очень ограниченных моментах, в которых необходимо использовать два языка, даже и это не соблюдается. И это не единичный случай. Это массово происходит. Вот. Ну, опираясь, допустим, вот в Европе, скажем, да, в данном случае Испания, каталонцы свой язык сохраняют, развивают. В Англии, допустим, Уэльс, Шотландия, да, еще есть в Нидерландах валлийский язык, да, если я не ошибаюсь. Нет. Валлийский это, Не, валлийский это Уэльс, да. да, это Англия, да, прошу прощения. Забыл уже да, на языке. Но вот мы можем что-то у них взять, вот, какие-нибудь формы работы, как они вот работают над языком своим, над сохранением. Как вы думаете, что можно у нас от них перенять? Ну, есть, конечно, есть много положительных моментов, которые можно использовать. Не знаю, тоже в этой неделе я попал на новость, которая в городе Северной Испании. Ну, всегда можно много примеров и положительных. Просто нужно узнать это. В этой неделе, например, я попал в новость, что в части Испании, в Северной Испании, есть регион, который называется Астуриас. В этом регионе есть свой язык, астурианский язык, который не является государственным в этом районе, хотя на нем говорит, скорее всего, 20 или 30% населения. И основной, самый крупный город Астуриас, Шишон, они только что приняли новую языковую программу для сохранения и развития астурийского языка. Они сделали программу по, мне кажется, 70 или 80 точек, которые нужно пунктов, которые нужно соблюдать. Ну вот, например, это язык, который не является государственным. Там они создали в течение нескольких месяцев, создали свою программу на уровне города, реалистически. То, что возможно, это что нам нужно иметь в виду. Я слишком много вижу действия, которые не являются реалистичными. Я когда прочитаю то, что было в начале 90-х годов в Чувашии, конечно, с огромной симпатией я вижу многие из действий, которые хотелось там внедрить, но
многие из этих действий, которые хотелось там внедрить, они не были реалистическими. И именно это, скорее всего, спугало часть населения, и это что нельзя сделать. Вопросы, связанные с языками, они очень чувствительными. Люди, это связано с идентичностью. Люди могут опасаться, что они будут терять свою работу. Нужно быть спокойными. Никто не хочет сделать никакую революцию. И даже нет никаких возможностей сделать революцию сегодня. Я абсолютно за того, что мы подумаем о том, что мы хотим через 50 лет. И через 50 лет, пожалуйста, пусть подготовим это. Нам нужно подготовить то, что будет через одно-два поколения. И чтобы это создать, нам нужно это спокойно начать работать сегодня. Потому что языковые процессы являются очень медленными. И даже это хорошо, что они являются очень медленными. Если они были более быстрыми, скорее всего, чувашский язык уже исчез. Поэтому, если мы хотим превратить ситуацию, это тоже будет очень медленный процесс. И даже до того, чтобы изменить отрицательную динамику, которая есть сейчас, даже то, что начал быть чуть-чуть положительным, это будет точно очень медленный процесс. И, скорее всего, лучше, если это так будет. Но нужно спокойно посмотреть на ситуацию, посмотреть на какие есть возможности, посмотреть, какие есть силы в республике, и есть многие силы, есть многие возможности, есть много чувашеговорящих. Поэтому я достаточно оптимистичен на том, что возможно с чувашским языком. Но с другой стороны, я оптимистичен на том, что он не будет спать дальше 500 000 говорящих. Но до 500 000 это просто абсолютно уверен, что половина говорящих чувашского языка это будет теряться в течение несколько очень мало десятилетия. Ну вот, как вы думаете, вот начало вот всему этому, что бы вы порекомендовали? Как вот это понятно, что не торопясь, спокойно, опираясь на законы, да, в первую очередь, без всякого экстремизма, да, только на этом мы можем но все-таки мы что-то должны делать. Вот ваш рецепт. Ну, рецепт новый. Именно что нам нужно это работать во многих направлениях одновременно. С одной стороны, нам нужно улучшить уровень владения чувашским языком. И это есть такое направление, связано с преподаванием чувашского языка. Ситуация чувашского языка в школах должна сильно повыситься. И на самом деле на сегодня это значит, с одной стороны, что необходимо усилить намного преподавание на чувашском языке. Вообще преподавание языка как предмета не является эффективным. То, что нам необходимо, это что язык использовался как язык обучения. Не обязательно только на нем, но частично на нем в течение всего образования
это конечно. То, что я абсолютно не понимаю, мне кажется абсолютно непонятно, это что считается, что преподавание полностью на чувашском языке до 4 класса, а потом сразу с 5 класса полностью на русском языке. Какой гений придумал такое чудо? Это абсурд, это полный абсурд. Конечно, это на практике это никто не делает. Но на самом деле теоретически так должно быть в деревнях. А кто, кому может думать, что это логично? Конечно, невозможно. Пожалуйста, я абсолютно за то, что преподавание на русском языке с первого класса, почему нет? Даже в деревнях. Но и преподавание на чувашском языке до 11 класса. И лучше всего и в высшем образовании. Почему нет и даже необходимо включить его и в образование в университетах. Но это не приоритет сейчас, конечно. Имеем это в виду. Но какая перспектива через несколько десятилетий, это безусловно так. Из-за этого необходимо иметь в виду, что половина населения чувашского населения, население чувашской национальности находится в городах, что они практически не владеют чувашским языком, и что если мы хотим, чтобы они действительно начали владеть языком, нам нужно внедрить чувашский язык как язык обучения в городах для населения, которое не владеет чувашским языком. И для этого есть свои системы преподавания, которые работают во многих государствах, чтобы именно методы погружения называются, в которых это полностью возможно. Нам нужно создать постепенно новому поколению в городах, который владел чувашским языком. Это что нам нужно создать. И это значит, чтобы часть, несколько школ в городе и несколько детских садов должны работать на чувашском языке, ориентированные на детей, которые не владеют чувашским языком сначала. И объяснить родителям, что это полностью возможно, чтобы это не будет отрицательно влиять к успеваемости детей по русскому языку, по математике и так далее. Я, например, безусловно, я дал, как я раньше сказал, моим детям на такое обучение. Безусловно. Другой вопрос. То, что мы даем через систему образования, возможно, чтобы дети или нового поколения владел или сохранил чувашский язык. Но с другой стороны, нам нужно повышать использование языка в реальности. И это значит, что такой элементарная работа, что в абсолютно всех государственных учреждениях было бы все написано на 2 языках, и чтобы там было абсолютно ясно всем посещающим, что они могут свободно говорить на любом из государственных языков по выбору, чтобы письменно все документы были и информация была на одном или на другом языке, тогда это необходимо. В
что государственные сайты были на двух языках, а не только на чувашском языке. Я сейчас... Не только на русском языке. Не только на русском языке. Я Ныне, сейчас, мне да. нужно делать какое-то исследование именно на каком процент, насколько используется чувашский язык в государственных учреждениях. Я буду сделать, я сейчас работаю над программой, которая будет числить это. Очень, но очень сомневаюсь, что будет больше, чем 1 из 1000 страниц государственных учреждений написано на чувашском языке. Скорее всего, 1 из 10 000. Потому что нет информации на чувашском языке, кроме отдельных страниц, которые абсолютно неверны. Нам нужно сделать так, что действительно чувашский язык звучал, видимо. Когда в общественном транспорте что-то сообщают на чувашском языке, эти слова сразу человек слышит и понимает. Но если сейчас в маршрутках общественного транспорта Чебоксары начали сообщить о остановках только на русском языке, извините, это почему? Зачем? Зачем это нам нужно? И так далее. Но это работа, которая по внедрению использования языков нам это нужно повысить. С другой стороны, еще дальше, есть очень много отрицательных или абсолютно неправильные идеи о родителях, о том, что связано с двуязычием. Когда я проинтервьюирую родителей о том, что почему они не говорят на чувашском языке с детьми, слушаю такие странные вещи для меня, как если я не говорю на русском языке, у детей появится акцент. Абсолютно они ничего не понимают о том, что откуда появляется акцент, когда человек говорит. Пусть они говорят на русском языке, на суперлитературном языке дома, а у них будут все одноклассники узбеки, у ребенка будет прекрасный узбекский акцент на русском языке. Это родители не передают акцент на языка. Это откуда такой идея, это неправильно. Есть много таких идей. О том, что дети должны говорить сначала на одном языке, а не на другом. Извините, откуда? Откуда такое? Есть много такие. Мои дети дома, мы говорим на 2, на 3 языках. Нет никакая проблема. Они прекрасно говорят на 2, на 3 языках. Что? И, конечно, если говоришь на 2, на 3 языках, у тебя не будут никакие проблемы изучать 4, 5 и 6. Это вопрос навыка. Что самое трудное, это изучать 2. Но если ты сначала уже 2 изучал, технология изучения языков у тебя уже ясна. И так далее, и так далее, и так далее. Но все такие вопросы каким-то образом нужно понять. В школах часть из образования это не связано только с изучением литературы. И нужно сделать так, что наши дети будут гражданами. Они нужно, чтобы они немного поняли о том, что их действия имеют какое-то значение.
если они выбирают, например, говорить на одном языке или на другом, это их выбор. Но их выбор имеет какие-то последствия. И я не говорю только о выборе языка, но о многих других выборах, которые люди делают. Мне кажется, что российское образование не очень нацелен на том, что создать полноценными гражданами, которые хоть уверены и понимают, насколько важно их личный выбор для всего общества. То значит, если ты не платишь налоги, извиняйте, это тоже твой личный выбор, но это имеет свои последствия для всего общества, не только для тебя. И так далее, и так далее. Не только это связано с языком, но также. Но все это дает, если мы повышаем эффективность преподавания, чтобы действительно люди начали говорить на нем, лучше владели чувашским языком. Если с другой стороны мы увеличаем контакт с чувашским языком и контакт на многих уровнях, не только, например, когда мы поют фольклорными песнями, потому что есть какой-то праздник, но всегда, если в школе, например, есть этот день космонавтики, почему никто не может выступать о Николае и сказать что-то на чувашском языке о космонавте, о третьем космонавте и так далее, и так далее. Если мы можем повысить уровень использования, уровень владения, тоже статус языка повышается. Насколько больше язык написан, статус автоматически повышается. Это всем понятно в социолингвистике. Если мы это начинаем, именно начинается положительная динамика, о которой я говорил. Это что нам нужно создать. Постепенно это положительная динамика. Вначале будет какое-то странное положение, потому что с одной стороны будет потеря говорящих, потому что старое поколение уйдет. Но нам нужно создать новое поколение, которое постепенно, особенно в городах, сохраняет язык. Что для меня очень болезненная тема сейчас, это в деревнях. В деревнях Чувашской Республики преподавание постепенно переходит к русскому языку. Из-за разных причин. Но главным образом это из-за ЕГЭ. И это очень важно, если в городах, если в деревнях начинают уже с первого класса практически все преподавать на чувашском языке. Это то, что мы наблюдали в районных центрах, где-то между собой начинают говорить на русском языке, потому что это язык преподавания. Это язык, который они постоянно говорят между собой. Не только они говорят между собой, они начинают говорить на русском языке и дома. И особенно с братьями и сестрами. Это новое поколение, которое растет, у которых, может быть, пока с родителями говорят на чувашском, но который практически огромное количество времени использует русский язык, и особенно с одноклассниками, со сверстниками. На каком языке они будут говорить дома, когда они будут создать свою семью? Ну, конечно, на русском, потому что это язык, который
психологически связан со своим поколением. И это, если что-то мы не делаем, чтобы сохранить язык обучения в деревнях, это будет очень трудно. Но чтобы сохранить язык обучения в деревнях, нам нужно создать чувашский язык как язык обучения в городах. Потому что мы не можем сказать, вы в деревнях будете патриотами. Вы будете обучать на чувашском языке, потому что будущее родину это в ваших руках. Но мы будем говорить на русском. Извините. Нет, если чувашский язык это ценно везде, это для всех. Это ценно и для городского населения, и для сельского населения. Нам нужно создать в городе школах и даже элитных школах на чувашском языке. Именно это, что в Татарстане они сделали. Создать большое количество городских школах, которые работают, преподают на татарском языке. Я не говорю, что мы в Чувашии, у нас есть экономические возможности создать 10 школ на чувашском языке. Даже не будет достаточно родителей, которые это будут заинтересованы сегодня, чтобы их дети учились на чувашском языке с 1 класса. Это безусловно. Но это путь, который нам нужно создать. Если это мы не сделаем, не будет чувашскоязычное обучение в деревнях. Для этого нам нужно создать его и в городах. В наше время, когда мы в школе учились, у нас было одно стихотворение. Там есть такие слова. Откуда у парня испанская грусть? Откуда у Эктора чувашская грусть? Как вот вы это, я чувствую, всем сердцем переживаете за это. Вы не просто как специалист подходите к этому, а подходите как именно патриот чувашского языка. Или я ошибаюсь? Я переживаю о любом языке. На самом деле, я болею за чувашский язык, как я болею из-за марийского. Конечно, я занимаюсь чувашским языком, потому что я живу в Чувашии, и это язык населения, большая часть населения. Но я болею для всех языков. И в моей статье я говорю, в Канаше 9% населения татары. Нам нужно создать школы на татарском языке в Канаше, чтобы сохранить татарский язык в городских условиях в Канаше. В Канаше это полностью возможно. В Чебоксарах есть 1% татар, трудно. Но в Канаше полностью возможно. Я не болею. Я болею за чувашский язык, но не только для него. Я с удовольствием работал и за других языков. На самом деле, что мне очень хотелось, и мне даже не понимаю, это почему нет чувашей, которые именно этим занимаются, используя современными методами социолингвистики. Нам нужно создать в Чувашии какие-то курсы для студентов, для аспирантов, которые изучали методики социолингвистики, чтобы изучать это. Я только один человек. Я один человек, который у меня опыт ограничен. Я профессионально занимаюсь такими делами 4 года. Я не суперспециалист, пожалуйста. Я очень много прочитал об этом уже, как я сказал, 20 лет и больше, тем не менее. И это вопрос для Чувашии, который действительно
нужно, они работают. Но с другой стороны, языки это не связано только с народом. Чувашский язык это богатство всего России, Всей мировой России. Ну, И не только России. И не только России. Это, языки это богатство. Что нельзя думать, что чувашский язык это только для чувашей, и это их дела. Я живу в Чувашии, я уважаю моими соседями, моих соседей. Я хочу, что мои дети, и если могу, и я тоже, по крайней мере, понял язык моих соседей, чтобы им дать возможность спокойно, свободно высказывать в любом моменте на нем. Если мы, жители Чувашии, не понимаем чувашский язык, мы ограничиваем возможность наших соседей говорить на нем, когда они хотят. Поэтому двуязычие в Чувашии должно быть всеобщего для всех. Может быть, в других районах, где нет такое количество представителей титульного народа, возможно, это не будет так. Но в условиях Чувашии, по крайней мере, если мы не являемся жителями Алатырского и Порецкого района, вообще, по крайней мере, понимание чувашского языка, это должно быть даже абсолютно гражданство необходимость, но это от нас должно выходить. Наверное, будем завершать. У вас есть еще что-то? Или мы еще продолжим нашу беседу в дальнейшем? Насколько я помню, португальский «обригадо», да? Спасибо. Обригадо на португальском, да. На португальском. А на каталонском? Gracias. 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 Или Mercedes. Gracias, дорогой Эктор. Надеемся на дальнейшие встречи и на дальнейшие беседы. Большое вам спасибо. Тавдабусь. Так, хорошо.